Есть базовый принцип не класть все яйца в одну корзину. Вот так просто деньги не находятся. Кто-то богат или много зарабатывает, то его не очень любят. Это как кровеносная система, без нее организм существовать не может. Научить людей с этим жить надо. Назад мы уже никогда не вернемся. Когда времена сложные, всегда быстрее двигаются. Мы приветствуем вас на канале Media System Trends. С вами Майра Салыкова. И сегодня у нас очень важный гость, который с нами пройдется по главным темам и по тому сектору, который волнует очень многих и экспертов, и практически всех казахстанцев. Это финансовый сектор Казахстана. С нами Елена Леонидовна Бахмутова. Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана. Ну, я хочу сразу сказать, это человек очень скромный и очень, мне кажется, закрытый, не сильно публичный. Но вместе с тем я все-таки хочу сказать, что это личность, одна из влиятельнейших женщин Казахстана. Человек, который занимал высокие посты в разных организациях и органов финансовой системы Казахстана, был одним из топ-менеджеров Самрук Казыны. И, ну, я не знаю, Елена Леонидовна, у вас ну, такой должен быть уже масштабный взгляд на все. И ваша позиция сегодня, она уже такая, если раньше мы пытались с вами выйти на какой-то контакт, вы могли себе сказать, что как бы это не совсем. Но сейчас у вас публичная должность, это общественная организация, и поэтому мы сегодня все-таки с вами встречаемся. И у нас очень много вопросов, потому что сейчас нестабильная общая геополитическая ситуация. Сейчас в стране внедряется и очень бурно обсуждается внедрение новых налогов, повышение НДСа. И в целом идет научно-техническая революция, технологическая революция. Она затрагивает сектор, в котором вы сейчас работаете, которым управляете уже с точки зрения формирования общих подходов сектора. И мне очень интересно, как это происходит в реальности. И здравствуйте, мы рады вас видеть. Здравствуйте, я тоже очень рада прийти к вам на подкаст и поделиться тем, что интересует ваших, не знаю, зрителей, слушателей. Спасибо огромное. У нас зрители и слушатели – это эксперты. И когда мы поднимаем какие-то очень массовые вопросы, вот как это было с Лизат Дуранбаевой по НДС по медицине, это начинает становиться уже не B2B, а B2C. Да? Мы выходим на массовый рынок, и нас смотрит иногда более миллиона человек. Банковский сектор, он примерно такой же, всех волнует. И я бы сегодня хотела начать немножко с исторического аспекта, что где мы вообще находимся сейчас, исходя из того, что когда все начиналось после развала СССР, Казахстан оказался страной, которая достаточно быстро начала отстраивать свою финансовую инфраструктуру, прежде всего банковскую. И был даже такой тезис, что среди постсоветских стран, включая Россию, Казахстан был в авангарде. Это так или нет? Да, я думаю, это именно так. И есть очень простое объяснение. Ну, на заре нашей независимости, в первые годы независимости была создана такая команда реформаторов. Не все они были совсем юные, были и люди, которые были из прежней системы. Но вот они были именно командой, и они поставили целью сделать Казахстан рыночной страной, рыночной экономикой. И так получилось, что финансовый сектор с самого начала был создан как абсолютно частный сектор, и базировался на самых передовых международных стандартах. И это были не простые слова, а это была основа. Это был закон, подзаконные акты, это был Национальный банк, во главе которого стояли выдающиеся люди. И благодаря этому вот эта система, она тоже, конечно, формировалась со сложностями. Были и ликвидации банков, были и там проблемные банки,
хищения, но тем не менее она выстраивалась таким образом, вся финансовая система, не только банки, но и рынок ценных бумаг, который в Казахстане зародился Пенсионная система. практически давно, Мгм. еще в 90-х годах. Потом появилась в 98 году пенсионная система, новая накопительная пенсионная система. Вот ее там результаты невозможно там, переоценить, потому что она создала основу для развития, собственно, рынка капитала и вообще фондового рынка в стране. Были, конечно, и проблемы, но вот по прошествии времени, если говорить о позитивном, то вот это и была основой рыночной экономики. Ну, и, естественно, вкупе с приватизацией, там были, конечно, Мгм. свои погрешности, как обычно, но тем не менее основы рыночной экономики были созданы тогда. И заложены были стандарты международные, лучшие международные стандарты. Именно поэтому Казахстану удалось избежать, наверное, вот такого затягивания реформ в финансовом секторе. И потом удалось не допустить а, государственное участие, по крайней мере, в рамках там собственников. Есть у нас, конечно, государственные банки, Банк развития Казахстана, Атбасы-банк, но это институты развития. А, собственно, вся финансовая система, она как начиналась, так и по сей день, она частная. Мгм. Скажите, сам главный фактор, который дал такую возможность, вырваться среди других стран и быстро построить инфраструктуру для развития всей экономики. Все таки что это было? Это были люди, команда, это было то, что, как бы Казахстан не связывали какие-то более такие большие инфраструктурные какие-то вещи, которые были, например, в России, да? Какой главный фактор был? Ну, ключевой бы вы Ну, я сказали? думаю, все таки это несколько факторов. Во-первых, то, что страна, обрела независимость, чего-то не хватало, естественно, потому что, ну, это стало частью была часть большой страны, стала самостоятельная. И, естественно, по сути, систему надо было создавать заново. Ну, даже, знаете, начиная от того, что когда рубль ушел, надо было создавать тенге. Но все С создавали. этого все Почему мы начи оказались первыми? Ну, во-первых, когда времена сложные, всегда быстрее двигаются. Вот буквально недавно наш президент говорил о том, что вот, ну, вот в такой сложной мы сейчас ситуации живем, вот совсем недавней. Но тем не менее, вот это возможности, да, также и у нас. Надо было как-то выживать. Времена же, вы помните, в 92-й, 93-й год был совсем сложно, и поэтому надо было как-то, выстраивать внутренние системы. Это первое, то есть была просто, ну, жизненная необходимость, я Мгм. бы сказала. Не на чем было формировать. Старого ничего не было, надо было сразу создавать новое. И второе — это, конечно, команда. Это команда, которая была и в правительстве, и во всех вот финансовых органах, которые только создавались, которая была нацелена на результат, готова, ну, к таким, сложным решениям, я бы сказала. Поэтому вот благодаря этому, наверно, состоялось. Ну, важно было еще потом не потерять в процессе. Здесь, Мгм. конечно, не все было гладко потом, но, основной все таки костяк удалось сохранить, я считаю. Спасибо. Ну, теперь давайте посмотрим, где мы находимся сейчас. И это очень важно, потому что и сейчас, очень многие, вот, допустим, мои друзья из Германии, Франции, говорят, что у вас абсолютная фантастика. Когда я пытаюсь расплатиться с телефона или вызвать там такси или там все банковские операции делаю в телефоне, у них какой-то такой культурный шок, да? Они понимают, что это сейчас есть и возможно, но то, что это есть в Казахстане, и то, что это массово, внедрено, вот эта вся цифровизация. Кстати, говорят, что консерватизм некоторых стран, тех же самых Соединенных Штатов Америки, где это все еще делается достаточно классическим образом, это какая-то защита от возможных угроз этой цифровизации. И если мы говорим, ну, первый вопрос: как вы думаете, в части цифровизации и уже предоставления услуг населению с помощью, новых технологий. Где примерно, ну, по рейтингу Казахстан может находиться даже в мировом аспекте? Ну, есть оценки, по-моему, там вообще чуть ли не в первой десятке находимся. Я хочу сказать, что там тоже было несколько факторов. Вот опять, хорошее партнерство государства и бизнеса, ну, в частности, финансового Мгм. бизнеса, оно дало такой результат. Наверное, если бы не было какого-то одного фактора, то, наверное, эффекта такого бы не было. С одной стороны, цифровое государство — это базы данных,
У нас же, в принципе, очень продвинутое правительство для граждан. Это тоже наша большая заслуга. Не во всех странах далеко вы можете получить такое количество цифровых государственных услуг. Мгм. Но вторая часть, если бы это было только на стороне государства, наверное, такого проникновения бы не было. А благодаря тому, что это подхватили финансовые организации, в первую очередь банки, вот эти цифровые услуги, они стали очень доступны. В любом гаджете, в любом приложении банка вы можете, ну, ведущих банков, вы можете воспользоваться этими услугами. Почему это отличается от стран, допустим, той же самой Европы, Да. ну, Западной Европы, скажем так, и того же США? Так получилось, что у них банки остались больше традиционными банками, Мгм. а вопросами вот таких цифровых технологий занимались больше финтех-компании, которые не всегда были крупными. А вы знаете, что такого рода инновации– это дорогостоящее Мгм. удовольствие, оно требует серьезных инвестиций. И так получилось, что, опять же, благодаря в том числе и персональным там лидерским качествам отдельных наших руководителей, вот финансовых, они пошли на такой прорыв, они вкладывались, они инвестировали в эти технологии, и они достигли результата. И благодаря этому вот этот симбиоз, скажем, капитала, в хорошем смысле капитала, и государства, он дал вот эту возможность создания таких технологий, которые стали доступны абсолютно всем нашим гражданам. Вы же, если посмотрите, то у нас все от мала до велика, Да. даже очень даже зрелые люди, они все освоили эти возможности. Ну и, собственно, вы не можете каждый день общаться, даже в поликлинику пойти, если вы там не заходите в ЦОНы и так далее. Это наша стала реальность. Но это стало благодаря возможным вот этому плодотворному государственно-частному партнерству с финансовым сектором. Без их денег и инвестиций, и персонала, который они привлекли, в том числе человеческого, в первую очередь, это бы не стало возможным. Спасибо. И я помню, что был такой период, когда все просто каким-то сумасшедшим образом перезапускались в части компетенции. Все обучались. И прежде всего очень сильно обучался именно финансовый сектор, потому что готовых специалистов не было, и надо было готовиться. Я помню, что в финансовый сектор уходили люди из инженерии, уходили люди из других сфер, потому что он казался очень сильно привлекательным. Меня это лично раздражало, правда. Я считаю, что это было, может, даже плохо для страны, но это было привлекательно. Я сама инженер и базовая вообще из такой семьи, и я считаю, что когда финансисты стали главными такими драйверами развития, это в какой-то степени сделало нас, да, где-то первыми и создало инфраструктуру для развития экономики, но экономика так и не развилась, потому что она, ну, больше такая добывающая, финансовая, и баланс общий не помогает экономике в целом развиваться. И было уже неинтересно быть кем-то другим. Поэтому, я же больше скажу, мне хотелось бы ваше мнение узнать. Это произошло во всем мире. И на эту тему было очень много исследований и фильмов. Это произошло как раз с начала нулевых и двигалось до вот этих глобальных кризисов. Финансисты во всем мире стали, играть роль, которую они никогда в истории человечества не играли. Хотя они, в общем-то, ну, это обслуживающая роль, развития, вот процессов в стране. А когда они становятся главными людьми, которые определяют, как эта страна будет развиваться, возможно, это не так хорошо. В свое время Кристиан Лагард, когда она была министром, финансов Франции, по-моему, да, она а, обратила на это внимание. Она сказала, что это очень опасно. Она сказала: "Опасно, что сейчас в мире финансисты обретают такую власть, хотя это есть чисто обслуживающая функция". И она подняла, знаете, какой этический вопрос? Она подняла вопрос, о том, что, вознаграждение финансистов, вот в тот период уже они начинались, и они продолжали. Они были беспрецедентными за всю историю человечества. И она считала, что это абсолютно, неприемлемо. Более того, она создала группу из выдающихся, ну, не только, позиционно, но и таких, людей, которые, говорили об этике, вообще поведения внутри, процессов странового управления и, ну, и мирового управления. И они поставили вопрос о том, чтобы, были снижены эти, показатели, вознаграждения финансистов, что это очень опасная история. Возникли рынки там деривативов, очень многих каких-то других, систем, которые, а,
определили развитие на какое-то время вообще всей системы экономической и внутри стран развитых в сторону, возможно, какой-то, ну, скажем так, финансовой экономики. И вот я не знаю, и я и больше смотрела на эти процессы и все исследования, ну, мировых и крупных, таких держав, как Штаты, Европа. Как вы на этот процесс смотрите внутри Казахстана? Когда действительно финансисты обрели достаточно большое влияние, они все хотели быть финансистами, и, во многом они определяли, вот эти контуры и, какие-то, ну, треки развития страны. Ну, вы такой философский вопрос затронули. Давайте я тоже немножко, исходя из своей истории, попытаюсь рассказать. Ну, во-первых, вот я бы не хотела касаться там вопросов вознаграждения. Сейчас есть тоже перекосы. Когда на первое место ставили вопросы IT-технологий, вы знаете, что найти IT-специалиста было невозможно, и любой начинающий там выпускник и даже не выпускник, он имел заоблачные претензии, хотя еще ничего не сделал и ничего Мгм. не доказал. То есть это тоже перекос. Любой перекос– это плохо. Теперь давайте поймем, что такое финансисты. Что я с вами полностью согласна и согласна с Кристиной Лагард, что это обслуживание. Но, с другой стороны, это как кровеносная система, без нее организм существовать не может. Теперь вот, если будет перекос как бы вне финансов, такое тоже было. Я вот еще была совсем тогда молодой девушкой, когда начинала работать еще во времена, так скажем, когда, ну, вот этот был Советский Союз там исчез, вот только-только. И тогда еще была плеяда тех советских деятелей. И вот я помню, была одна из министров труда и социальной защиты, тогда по-другому как-то Министерство социального обеспечения, что ли, называлось. Я там работала, и я, естественно, финансистом была. И, она там ставила задачи и говорила беспрекословным тоном: "Деньги найдут". Понимаете? То есть как бы у нее было убеждение, что она поставит задачу, а деньги, они найдутся. Ну, это вот была советская система. Она тоже как потерпела фиаско. Вот так просто деньги не находятся. Это вот другая сторона медали. Если будет как бы, да, деньги- это ерунда, деньги не проблема. Но вот что получилось, почему финансисты перешли на первый план? Деньги- проблема. Потому что иначе начинается развал государственных финансов. И это было. И поэтому, наверное, финансисты самые такие люди, ну, так скажем, не то что меркантильные, они консервативные, они нацелены на эффективность. То есть если вы не будете начинать проект, и если вы не видите, что он в конце концов успешен, он самоокупаем и в конце концов дает прибыль. Да, вы можете подождать, но на конце он окупается. Если он не окупается, такой проект составлять нельзя. Даже если он, ну, там, из общечеловеческих ценностей какой-то там очень хороший, но вы должны доказать, что он в конечном итоге будет окупаем. Именно поэтому, наверное, роль финансистов, она и выросла. Потому что какой бы проект бы вы ни начинали, в какой бы сфере это было, добывающий, транспорт, социальный, он в конечном итоге должен, так скажем, не навредить и не привести к каким-то убыткам, которые потом будут, ну, там вообще несовместимы с жизнью, так скажем, государства, там, отдельной компании и так далее. Именно поэтому, наверное, была связана вот это вот возрастание роли финансистов. Ну а потом, когда мы начали жить в рыночную экономику, вы понимаете, что любое начинание, там, фильм и все остальное Да. без финансирования практически невозможно. Именно поэтому, наверное, роль финансистов, она стала, ну, как бы в восприятии людей ведущей. На самом деле, ну, это неизменная составляющая любого проекта. Без денег, без, там, прогнозируемых финансовых потоков вы ничего этого не С этим сделаете. сложно не согласиться, но, недавно я, услышала высказывание одного выдающегося, ученого, ну, такого практического, он строит мосты невероятные какие-то в Китае. И он говорит, что, как, развивать экономику, когда зарплата самого уникального инженера, который строит мосты, совершенно фантастические в мире, он получает в 10 раз меньше, чем финансисты, которые делают этот проект. Я думаю, что это продолжается. Это, скорее всего, что это не обслуживание, и это что-то другое. Но, мы на эту тему, может быть, еще когда-то поговорим. Спасибо, что вы это объяснили. Я хочу сказать, что моя мама, она училась в Московском, значит, экономическом институте. Господи, как он назывался? Сейчас это институт управления, Академия управления. Это было в 50-е годы.
а потом она возглавляла финансово-экономический отдел горно-металлургического комбината имени Сатпаева. М. Это вся экономика, все финансы были в ее руках. Это то, что сейчас называется Казахмысом. Вот. И она всегда говорила, и она понимала вот эту роль обслуживания вот этого большого процесса производственного, промышленного. Но она всегда давала вот нам понять, что это очень тяжелый труд. И на этом строятся все планы, все какие-то все какие-то стратегии развития этого бизнеса. Я помню, что это всегда она говорила, что у нас тяжелый хлеб, и у вас такой трудный момент. Хорошо, но тем не менее финансисты это наши сейчас звезды, это практически как голливудские такие личности, там Турлов, Ламтадзе, та же, ну, я считаю, один из лучших спикеров и фронтменов финансового рынка это УМИД Шайхметова, который очень много выступает и так далее. И это люди, которые рассказывают о новых тенденциях, о технологиях. Мне хотелось бы, чтобы вы больше выступали, потому что ваше мнение, оно, наверное, немножечко другое, чем у них, потому что они игроки, а вы организуете этот процесс интересов всего сектора финансового и, в частности, банковского тоже. Но у меня вопрос такой. Сегодняшняя картина и структура, вот всех банков Казахстана, как бы ее увидели? Есть какая-то дифференциация? Это банки такие, это банки такие, это банки такие. Или вы, как мы с вами разговаривали, вы говорили, они сейчас все практически цифровизированные, они все примерно в технологическом плане на одном уровне. Но мне все-таки кажется, что есть банки, которые играют классическую роль, есть банки, которые вырываются в технологическом развитии и становятся просто IT-системами, такие как, ну, я не знаю, как Каспи, наверное, да. Но в то же время классический банк Халык – это сейчас больше уже IT, как бы система, да, и организация. Ну, понятно, что это банк. Насколько он, допустим, соотносится с тем, что изначально так строилось, вот как, например, Каспий, да, как вы дифференцируете, существует ли такая дифференциация или ее не существует? Ну, определенная дифференциация, конечно, существует. Я думаю, что у нас уже стало больше игроков, которых можно назвать не просто банками, финтех-компаниями. Собственно, вот кого вы называли, и Халык, и Каспий, и в какой-то мере Форте, и даже дальше там БЦК, Евразийский банк и так далее. Они все уже, по сути дела, используют системы, которые можно назвать там финтех-системой. У всех есть суперап, так называемое суперап-приложение, где вы можете получить сопутствующие услуги, не только банковские, в том числе интеграцию с государственными базами данных и так далее. У кого-то он удобнее, у кого-то там менее удобный, но конкуренция здесь очень высока, и все банки постепенно к этому двигаются. Но это в основном, как вы правильно сказали, универсальные банки. У них есть специфика. Например, если тот же Каспиан больше работает с розничными клиентами или там с малым бизнесом, то Халык-банк, он специализируется на среднем, на крупном бизнесе. Ну и Форте в какой-то мере, может быть. БЦК тоже универсальный банк, он и с малым бизнесом работает, со средним бизнесом работает. Евразийский банк традиционно. То есть все-таки это вот, я бы так сказала, это банки, которые можно назвать универсальными банками. Есть банки, которые можно назвать нишевыми, особенно это банки, которые с иностранным участием, ну, как дочерние иностранные банки. Так получилось, что они все-таки присутствуют в Казахстане давно, но сфера их деятельности, она ограничена в основном либо клиентами из их стран, либо какими-то партнерами из их стран. И, как правило, они в розницу не идут. Ну, за исключением Home Credit Bank, который, несмотря на то, что банк иностранный, но с иностранным участием, тем не менее, вот они очень активно участвуют на рознице. Но их тоже можно назвать уже, ну, там, с какой-то мере финтех-компанией, потому что у них тоже есть приложение, они тоже предоставляют возможность, в том числе малому бизнесу, вот в электронном формате с ними взаимодействовать. Поэтому, я думаю, все в таком виде сейчас банки находятся. Это их выбор. Они имеют обычную стандартную лицензию, но сейчас, правда, наш регулятор хочет разделить лицензии в новом законе о банке на универсальные и базовые. Может быть, это немножко конфигурацию чуть поменяет, но сейчас практически все банки универсальные. Все при желании могут свою стратегию поменять.
если они найдут это целесообразным. Поэтому, я полагаю, что назад мы уже никогда не вернемся, и в Казахстане банки просто никогда не будут просто универсальными, просто, классическими банками, как это в Европе. Они все равно будут предоставлять такой спектр услуг. Ну и в Казахстане еще специфика в том, что, вы знаете, у нас большинство крупных банков являются частью холдингов. То есть они объединяют в себя не только банк, собственно говоря. Как правило, у них есть либо дочерняя, либо сестринская брокерско-дилерская компания, управляющая инвестпортфелем, ну и страховые компании в том числе. Есть еще большой рынок микрофинансовых организаций. В некоторых группах там он тоже как-то немножко присутствует, но в основном микрофинансовый бизнес он отдельный. То есть, в принципе, инфраструктура финансового рынка у нас полноценная. У нас есть биржа, у нас есть, центральный депозитарий, у нас есть центральный контрагент. То есть все, что необходимо для обслуживания движения финансовых инструментов, не только кредитных, но и рынка ценных бумаг, оно присутствует. Где есть небольшой пробел, это больше венчурный капитал, но этот пробел занимает, так я бы сказала, МФЦА, ну или в какой-то части государства. Вот эта сфера у нас, я так скажем, мне кажется, немножко проседает, Мгм. венчурный капитал, хотя он очень важна для экономического развития. Ну и вот возвращаясь к, вот этому, так скажем, лидерству или кто из них лидер. Как-то давно, не очень давно, наверное, может быть, 90-е или в начале 2000-х, помните, были там корпоративные лидеры, и вот чего-то Да. внедриться и так далее. И почему-то среди них были банки. Вы знаете, я так искренне удивлялась, думаю, как можно банки называть корпоративными лидерами? Они могут быть лидерами там, в корпоративном управлении, еще где-то, но корпоративными лидерами они не будут. Вы абсолютно правы. Вот те, кто создает, так скажем, Да. вот они основные. Но если они будут это создавать без партнерства финансистов, Ну, безусловно. то значит они потерпят неудачу. Вот здесь вопрос не в том, кто главнее, а вопрос в партнерстве, работе в команде. Ну, безусловно, да. И мне очень интересно сейчас именно от вас услышать. Ну, как-то один человек сказал: "Слушай, ну, ну, эксперт такой, как раз мы по одному исследованию тоже работали". Он сказал: "Все банки примерно оказывают одинаковые услуги, примерно за одинаковую цену, примерно с одинаковой, компетентностью". И вот тут возникает вопрос: а как развивается тогда конкуренция? На каких факторах одни банки могут конкурировать с другими? Какие ключевые факторы существуют для конкуренции, для того, чтобы привлекать к себе население, бизнес и так далее, с вашей точки зрения? Вы ключевое слово сказали «примерно». Вот Примерно. здесь дьявол в деталях. Да, Примерно. да. Но если вы привлечете хороших специалистов, Мгм. они создадут другую стратегию, они создадут новые продукты для населения, новые продукты для клиентов, значит, и клиенты к вам придут. А вы еще не пожалеете денег на инвестиции. Правильно выберете направление. Вот вам и конкурентное преимущество. Как обычно, ресурсы, люди, ну и технологии. Вы это видите, да? Ну, конечно, это естественно, и поэтому кто-то вырывается вперед, кто-то в этой конкурентной борьбе догоняет, а те бегут еще быстрее, и это, собственно, и создает вот эту вот возможности для всех клиентов. А то, что примерно одинаково, да, вы правы. Ну, как бы появляется новый продукт, сначала это становится ах, вау, это что-то новое, потом это становится распространенным явлением, все к нему привыкают. Но кто-то был первым. И вот тот, кто был первым, он, наверное, и получит конкурентное преимущество. Я не знаю, есть ли это в других странах, я просто не спрашивала своих зарубежных друзей, но, у потребителя, даже у меня, появилась полисубъектность в отношении, банков. У меня, ну, я обслуживаюсь, у меня есть карта Каспий банка, БЦК- это наш, изначальный, весь бизнес БЦК у нас уже 30 лет там, можно сказать. Это Халык-банк, и сейчас, это лично я. И еще какой-то банк, по-моему, Freedom. Вот. По разным поводам я использую это. Вообще, вы изучали, этот, фактор полисубъектности, э, ну, потребителя? И как вы к этому относитесь? Ну, Это если тренд? говорить как финансист, я к этому отношусь хорошо. Во-первых, есть базовый принцип не класть все яйца в одну корзину, да. Это же касается не только депозитов, ну, Мгм. так Да-да-да-да. Да, скажем, да, да. хранения денег. Вы абсолютно правильно сказали. У кого-то есть в чем-то преимущество. Но что бы я сказала, ни в коем случае нельзя запрещать эту полисубъектность. Сейчас у нас
в попытках борьбы с мошенничеством иногда возникает желание чего-то там ограничить. Ограничить количество карт, открытых в банках, там, ну, дальше там ограничить пользование новыми субъектами для, допустим, кредитными, если по кредитным продуктам, если вы раньше не пользовались. Но, честно говоря, если я пользовалась 5 там продуктами 5 банков, то какая разница, шестым я пользовалась или не пользовалась? Я уже хорошо знаю, что это такое. И для этого совершенно не нужно мне лично идти в отделение банка и чего-то там подписывать и получать. Это вот немножко такая, знаете, инерционный Мгм. подход, когда кажется, чтобы оградить людей от чего-то нового, ну вот мы живем в эпоху искусственного интеллекта, и вот пытаются как бы вернуться назад и сказать: ой, давайте мы от этого откажемся, вот как-то проще, пускай придет человек, сам вот все узнает, ему там все расскажут, в глаза посмотрят, а то вот это биометрия, онлайн, все это потом мошенничество. Ну вот, наверное, мы от таких пережитков должны избавляться, тем более, когда они, ну, там, на каких-то высоких уровнях произносятся, там, со стороны государственных органов. Это вот попытка остановить то, что остановить нельзя. Ну, Мгм. невозможно этот поток остановить. Научить людей с этим жить надо. Мгм. Наверно, требовать от них ответственности за свои действия тоже надо, наравне с ответственностью и финансовых организаций. А вот остановить невозможно. Поэтому то, что полисубъектность — это абсолютно нормально. Наоборот, я бы сказала, что с точки зрения защиты прав потребителя — это хорошо. Это значит, что вы не будете зависеть от какого-то отдельного взятого финансового института. Но, допустим, с точки зрения финансового института, он, конечно, хочет вас охватить от начала до конца, и 24 часа вы должны быть привязаны к нему. Но это их взгляд на вещи. А взгляд на вещи потребителей, мне кажется, он должен быть другим. Они могут пользоваться тем, чем они считают нужными, и наоборот, это возможность получить новые продукты. Ну, там, Мгм. иногда, если вы замыкаетесь в чем-то, вам кажется, что все остальное плохо, а вот только здесь хорошо. Поэтому я вообще, знаете, я против запретов, и попытки оградить людей от чего-то, от чего они могут пострадать. Есть вещи, которые там действительно, ну, там, опасны, но если это осознанный выбор, не надо лишать людей этого осознанного выбора. Отлично, спасибо. Вы меня поддержали, потому что я подумала, может, я какой-то несерьезный человек. А потом я увидела, что у кого-то есть Каспий, а мне говорят: "А что, у вас еще нету карты Халыка?" Я говорю: "Ну, наверное". И я тогда, собственно, в Халыке открыла счет там и так далее. Потому что, ну как, это надо и так, и это, и это. Это мне, по-моему, водитель объяснял, Тахир. Вот, я поняла, что как-то люди пользуются несколькими картами, несколькими банками, и как-то вот так получилось. Такой вопрос. Сейчас, банковская вся среда, она сжимается, когда банки поглощают друг друга? Количество уменьшается или оно увеличивается? Вот, например, микрокредитная организация KMF, это сейчас релиз на рынке, они, переходят, в формат банка, да? Уже новый игрок появляется, я считаю, мощный, наверное, который выйдет на малый и средний бизнес, на розницу и так далее. Как сейчас формируется вот эта, можно сказать, даже количественная среда? Она больше сжимается, идут поглощения или наоборот, сейчас приходят новые банки какие-то? Как вы видите трендово вот этот вот процесс? Ну, исторически у нас, конечно, идет сокращение количества Мгм. банков, и там, если сравнить их с 90-ми годами, это вообще там кратное сокращение. Даже с последним временем мы видели уход банков. Ну, в том числе были российские банки, ну, вот Мгм. Альфа-банк, он ушел, хотя он очень хорошо, ну, и Сбербанк, он очень хорошо кредитовал малый бизнес, причем наш отечественный малый и средний бизнес, я бы сказала так. Но, хорошо, что на месте там Сбера появился Береке-банк. Я думаю, что у него есть еще перспективы для развития. Что касается новых возможностей, ну вот появление или трансформация, так скажем, микрофинансовой организации в банк, мне кажется, что это позитивно, потому что все-таки микрофинансовая организация, она работала с розницей и с малым бизнесом. Преобразовавшись в банк, они сохраняют свою клиентуру, может быть, ее приобретут. То есть количество банков сейчас, мне кажется, оно немножко ну, низкое. Опять же, принимая во внимание, вот мы с вами структуру обсуждали, большинство банков с иностранным участием, они не очень активны ни в области корпоративного кредитования, ни в области там розничного. Поэтому я думаю, что вот эти банки, которые уже работали
долгое время в рамках микрофинансовых организаций, они, конечно, будут активными на рынке именно кредитования. Поэтому приветствую. Что касается иностранных банков, ну, тоже есть желание. Но сейчас в рамках разработки проекта закона нового предполагается, что будет возможность создания исламских окон в традиционных Мгм. банках. Не просто как исламский банк, как у нас сейчас по закону положено. У нас такие Это исламские банки внутри есть. банков как опция, да? Да, в принципе, такая была система с самого начала в Великобритании. У них традиционные банки создавали исламские банки, потому что была потребность, были клиенты. Сейчас мы пришли к выводу вот по прошествии лет, что вот эта опция вполне возможна. Если для тех, кто пользуется исламскими продуктами, ну, это приемлемо, то с точки зрения регулирования такой механизм тоже возможно построить. И вот его намерены построить. То есть, возможно, это тоже даст какой-то толчок. Не очень большой, но, знаете, большой складывается из таких вот малых шагов. Поэтому чем больше будет возможностей для прихода сюда новых игроков и предоставления услуг нашим клиентам, может быть, даже это будет какой-то хаб со временем Казахстан. То есть Казахстан будет как бы основным, а там есть будут еще какие-то партнеры из там, Средней Азии. Это тоже было бы хорошо. Поэтому любой приход новых банков, если это, естественно, банки хорошо капитализированные, с понятной структурой собственности, с понятными технологиями, то это благо. И для рынка благо, потому что это будет ну, какой-то опыт, которым будут делиться, и в том числе наши регуляторы тоже будут принимать во внимание, когда иностранные игроки пришли, и вдруг они столкнутся с какими-то несвойственными ограничениями, с которыми они не сталкивались ранее у себя на рынке, значит, эти ограничения, наверное, избыточны. Ну, то есть это благо для всех, потому что новый опыт, он хорош. Спасибо. Вот перейдем, да, наверно, к такой теме, ну, она вечная, и она вечная для всего мира. За что не любят банки? В Казахстане основная претензия тех, кто занимается бизнесом, что до сих пор не сложилась, реальность длинных кредитов, с с небольшим процентом, именно как кредитные ресурсы. Что, ну, все это, безусловно, связано со многими такими экономическими факторами и так далее. Но тем не менее, сейчас ситуация, она усугубляется очень сильно. И возможности для развития бизнеса, с точки зрения там кредитования, и возможности даже, ипотечного кредитования, ну, скажем, если банками второго уровня говорить, возникает, может быть, больше возможностей, в депозитных, каких-то услугах, когда уже большой такой, процент, можно получать. И с условием того, что стабильность валюты, которая завязана на цену на нефть. Сейчас есть какое-то очень сильное беспокойство. И вопрос, когда банковская система может обслуживать именно развитие малого среднего бизнеса и middle up бизнеса, да, для того, чтобы мы могли брать ресурсы и развиваться быстрее. Почему этого не происходит? Ну, знаете, я прежде всего вот не соглашусь, что этого не происходит. Зачастую мы не обращаем внимания на цифры, а вот как бы пользуемся своим суждением, которое там, знаете, вот оно присутствует вот изначально, и мы ему верим. Мгм. На цифры внимания не обращаем. Даже за прошлый год рост кредитного портфеля составил там 22%. Мгм. Там чуть меньше по корпоративному бизнесу, основная там по физическим лицам, в том числе и ипотека. Поэтому то, что портфель растет, ну, это реальность. Он растет больше, чем на 20%. Мгм. И это вполне сопоставимо с ростом ВВП, который у нас есть. Если говорить о том, что ожидают, так скажем, заемщики от банковского сектора, ну, конечно, они хотят, чтобы кредиты были доступны. Мгм. Но доступность кредитов базируется на стоимости денег. Стоимость денег определяет, ну, в том числе, в первую очередь, макроэкономическая, монетарная политика. То есть, в общем-то, от базовой ставки очень многое зависит. Зависит Мгм. стоимость ресурсов, зависит и вознаграждение по государственным ценным бумагам, то есть формируется рыночная ставка. Сейчас у нас базовая ставка 16,5%. Ну, потому что инфляция уже 10%, и ожидания, так скажем, не очень благоприятные. Значит, если базовая ставка 16,5%, маржа банков по итогам вот на 1 января, средняя маржа банка, это процентная маржа банков, она составляет где-то 6,68. Ну и присутствует еще кредитный риск.
Вот представьте себе, конечно, это не так, что мы там должны 16,5 прибавить, там 16, 6,68 плюс еще кредитный риск. Конечно, все это не совсем так, и для отдельных клиентов, особенно которые проверены и у которых поставленный бизнес, банки предоставляют достаточно такие благоприятные условия, но все равно вы не сможете предоставить ресурсы по ставке, как сейчас предоставляет их государство, там ожидается 12,6%. Вы не можете этого делать, потому что вы привлекаете депозиты все равно где-то в районе 15, а то и выше процентов. Иначе просто их туда не принесут. Никто, ни физические лица, ни юридические лица. Значит, соответственно, таким образом формируется стоимость денег. Ну и кредитный риск в экономике, он постепенно у нас снижался от до сегодняшнего времени. Кроме того, расчистка проблемного портфеля банка, который был там еще со времен первого кризиса там, 8-9 года, потом еще были у нас там нестабильные времена. В принципе, расчистка портфеля банка произошла. Мгм. Выдача новых кредитов, она, в принципе, достаточно осмотрительна. NPL — это вот, которые не работающие займы, в портфеле, в активах банков, они незначительны, они сильно не растут. Даже несмотря на вот тот самый рост потребительского кредитования, он с точки зрения финансовой устойчивости банков особой угрозы не представляет. Мгм. Поэтому ситуация, собственно, в банках стабильная. Ну, а что касается стоимости ресурсов, вот здесь, извините, банки зависят от макроэкономической ситуации. До тех пор, пока не будет нормализована ставка, ну, инфляция, у нас таргет — это 5%, который все время отодвигается, соответственно, вы не увидите дешевых ставок. То же самое и ипотеки. Конечно, брать ипотеку там под 20 с лишним процентов — это самоубийство, это могут позволить себе люди на какой-то короткий период времени, потом как-то, может быть, ее там переформатировать. Поэтому все ипотечные программы, они базируются на льготных источниках, ну, каким-то образом участия государства или прямое участие государства, будь то от банк, то есть который может предоставлять там по своим продуктам какую-то более удешевленную ипотеку. А Нормализоваться ситуация может только тогда, когда мы восстановим базовые условия. То есть мы все-таки достигнем таргетируемого уровня инфляции, базовая ставка будет составлять в реальном выражении 3-3,5%, значит, соответственно, вот считайте 5% Мгм. инфляция, 8-8,5%, соответственно, с учетом кредитного риска, вот стоимость кредитных ресурсов, она может где-то в районе там 13-15%, вот тогда. Только при таких условиях. Ожидать, что банки будут делать это себе в убыток, это создавать угрозу финансовой стабильности, потому что банки предоставляют кредиты не за счет своих собственных денег, а за счет привлеченных денег своих депозиторов. И они перед ними отвечают. Это общая конструкция во всем мире. Вы в первую очередь должны беспокоиться о сохранности депозитов, Мгм. а депозит с фиксированным вознаграждением, то есть вы обеспечить должны своему вкладчику вознаграждение и, естественно, вернуть основную сумму долга. Поэтому любой вкладчик должен быть заинтересован в том, чтобы банк был доходным, устойчивым и чтобы у него достаточный был запас ликвидности. Поэтому, когда вы говорите, что банки не любят и начинают нападать, что у вас там ликвидности много, или там капитал большой, или прибыли высокие, вы знаете, надо вообще-то радоваться. Если у вас деньги вот в этом банке хранятся, значит, у него все в порядке. И значит, вам не нужно беспокоиться о ваших деньгах и о том, что вы вдруг не получите вознаграждение и, не дай бог, не получите еще свой основной долг. Поэтому, несмотря на то, что в обывательском плане банки не любят, но я сталкивалась с историями, когда начинались проблемы у отдельно взятых банков. И Мгм. вот тогда воочию люди сталкивались с тем, что они могут не получить назад свои деньги. Ну, вот тогда совсем другое было отношение. Когда начинали обвинять регуляторов, а куда смотрели, еще что-то. Вот лучше, чтобы такие ситуации не происходили. И для этого регулирование должно быть проактивным, взвешенным, пропорциональным. И попытка отобрать у банки деньги, потому что они там чего-то много зарабатывают, ну, она может обернуться обратной стороной, которая ударит концом и по экономике, и по отдельно взятому клиенту, в том числе и по юридическим лицам. Поэтому мне кажется, что вот финансовая стабильность и финансовая устойчивость — это не такое отвлеченное понятие, которым как бы обычные люди не сталкиваются, а это то, что должно быть ну, как бы основой бытия. Вот как правопорядок, там, ну, там, отсутствие преступности. Вот точно так же финансовая стабильность и финансовая устойчивость — это должно быть вот постоянным, присутствующим, составляющим компонентом. И все, кто за это отвечает,
Они вот должны это воспринимать именно таким образом, а не попытка получить чего-нибудь вот с дойной коровы прямо сейчас, как сейчас пытаются там налоги повысить, сверхдоходы взять или еще что-то. Это проблему никакую не решит ничью, а вот может создать, ну или, скажем, ослабить несколько ситуаций, и может создать определенные уязвимости в будущем. Вот говоря о налогах, которые сейчас, вы знаете, НДС повышается, как банки на это реагируют? На банковские услуги они же тоже повысятся. На чьи плечи это ляжет? Как обычный потребитель это почувствует? Ну, потребитель вообще почувствует, поскольку НДС повысится, естественно, за счет конкуренции, может быть, что-то будет нивелировано, потому что если товар не будет продаваться по такой цене, ну, его никто не купит, значит, цену надо будет снижать. Но порогом для этой цены является себестоимость. Ниже себестоимости никто продавать не будет, иначе разорятся просто все. Точно так же и с банковскими услугами. У нас очень конкурентный рынок по банковским услугам, платежи, переводы вы можете где угодно взять. Конечно, будет человек выбирать там, где дешевле. Но по своей экономической природе налог на добавленную стоимость — это именно на добавленную стоимость. То есть вы Мгм. берете стоимость, потом как к ней добавляете как бы там 16%. Но понятно, что цена, она варьируется со временем. И, может быть, так вот прямо на 16%, естественно, может быть, услуги и не вырастут. Но в определенной степени они, конечно, вырастут. Тут никуда не денешься. Ну, как, считают экономисты, вот такое введение, или повышение налога на добавленную стоимость, оно имеет, такой короткий период, на короткий период времени оно как бы создает проблемы, и обычно в течение года их удается купировать. А потом за счет конкуренции, за счет там, ну, общего роста цен, потом ситуация более-менее нивелируется. И инфляцию можно вернуть в первоначальное, ну, или там в приемлемое значение. Поэтому сейчас перед Казахстаном стоит, конечно, много вызовов в связи с налогово-бюджетной реформой. Это внутри нашей страны. Ну и плюс геополитическая ситуация, которую сейчас никто не берется предсказывать, с чем закончится торговая война, которая сейчас вот на наших глазах прямо разворачивается, особенно между глобальными партнерами США и Китай. Понятно, что мы никуда не денемся от этого. Но, наверное, выбрана абсолютно верная стратегия, что бы ни происходило, ну что, сидеть ждать, когда с неба что-нибудь упадет, надо, наверное, двигаться. Главное, чтобы у нас были запасы ресурсов. Спасибо Национальному фонду. Только надо его постараться не растерять. Ну и, наверное, реализация инфраструктурных проектов, то, о чем глава государства говорил, наверное, тоже необходимо. Ну и устойчивость государственных финансов — это, наверное, та основа, без которой точно нельзя вступать в этот шторм. И в этом же ряду я бы поставила и финансовую устойчивость банков. Я понимаю, что их не любят, мне кажется, что они вот много зарабатывают, там деньги выводят и так далее. Но если эти доходы, которые банки получают, и прибыль, которую они получили, она идет на развитие, на формирование их капитала, это значит, что это создает задел, который потом можно будет использовать для нового кредитования. Потому что банки без капитала кредитовать не могут. Есть достаточность капитала, там, ну, упрощенно 12%. И если вы хотите обеспечить рост, вот даже 20%, то есть вы должны все время иметь задел вот этого капитала. А с чего он появляется? Да с этой же самой прибыли, которую банки зарабатывают. Поэтому, ну, наверное, сложно переломить восприятие, что если там кто-то богат или много зарабатывает, то его не очень любят. Но надо быть справедливыми. Банки прозрачные, они платят налоги, их финансовая отчетность доступна, вы можете везде ее увидеть, она аудирована. Скрыть там очень все что-то сложно. Поэтому вот эта прозрачность, наверное, ну, это плата за прозрачность. С другой стороны, ну, банки обращаются с деньгами клиентов. Поэтому, наверное, естественно, что все ожидают, что их вклад, в экономику будет соответствующим. А что такое вклад в экономику банков? Ну, кроме того, что мы с вами говорили об услугах, о клиентах, о развитии, это все очень важно. О технологиях, ну, конечно, в первую очередь от них ожидается, что они будут кредитовать экономику. И вот здесь они должны выступать заложником, что все хотят получить кредиты там под 6%, под 8%, а банки их не дают. Но Да. банки их не дают, потому что мы живем в такой среде. Наверное, нам нужно эту среду вернуть в нормальное положение всем вместе, а потом уже, наверное, банки вернутся к своей обычной нормальной деятельности. Хотя они и сейчас это делают, я вот еще раз подчеркиваю. Вот это вот восприятие, что банки не кредитуют, и вот их надо заставить, вот это вот опять, наверное, неверно. Банки — бизнес, их нельзя ничего заставить. Елена Леонидовна, вы знаете, я вам тогда скажу, а почему вы недостаточно об этом говорите? Это же надо тоже объяснять в какой-то степени не только там экспертной среде, там журналистам, но и в целом, чтобы люди понимали как бы ну, органику вот, ну, и всю банковскую какую-то, ну, на схемах систему работы.
И, конечно, банки никогда не будут любить, но, по крайней мере, понимать, как работает банкинг, которым все мы пользуемся, почему сейчас я не могу получить кредит на бизнес по другой ставке и так далее. Это все вопрос не только того, что это уже ну, старая схема, и люди все равно так думают, но все-таки, мне кажется, с общественным мнением и с экспертным мнением надо работать активнее. Мне так кажется. Ну, я с вами согласна, что это надо разъяснять. Но, знаете, вопрос, вот спроса на такие. У нас сейчас люди как-то не склонны погружаться в серьезные материи. Ну, может быть, Э, но мы я не я поэтому такие. я потом постараюсь простыми словами объяснить. Вот вы пытаетесь что-то отобрать у них. Вот это то, что вы отобрали, оно может потом в будущем обернуться потерями для Это вы вас. называете угрозой устойчивого развития финансовой Да, системы. я понимаю, что вам не хочется, что вот они такие-сякие, там что-то как бы большие доходы получают. Но вы понимаете, эти доходы, они вот в основу их финансовой устойчивости ложатся. Если они не выводятся никуда, если они направляются на развитие, да и вы потом те же самые услуги получите, новые технологии получите, но они не бывают бесплатными, да, они стоят денег. Пусть даже вам не нравится, что там есть кто-то, но вообще я бы сказала, что у нас банки ведут себя, ну, и, так скажем, руководители банков, они ведут себя достаточно там, ну, они интегрированы абсолютно, они очень постоянно участвуют в каких-то государственных программах, они поддерживают любые инициативы, которые государство вводится. Поэтому сказать, что у нас есть какое-то противостояние, его нет. На самом деле, со стороны депутатов я тоже понимаю их озабоченность. Но если люди сталкиваются с мошенничеством, это с интернет-мошенничество, и в какой-то части там банки тоже участвуют, конечно, они должны этому противодействовать. Но не надо пытаться как бы их сделать единственными виноватыми там, или возложить на них всю эту вину. Это общая проблема, ее нужно разрешать. Вообще, мое любимое слово — это партнерство. Мгм. Вот не надо пытаться искать виноватых, тем более заведомо виноватых. Не надо назначать их виноватыми. Не надо пытаться отобрать у них деньги. Должно быть справедливо. Справедливо и на уровне партнерства. И просто относиться друг к другу нужно с уважением. Но при этом общая цель, мы все хотим, чтобы у нас государство было устойчивым, чтобы мы развивались, чтобы вот этот шторм, который вот от нас не зависит, он поменьше оказал негативного воздействия на страну. И поэтому здесь, конечно, сейчас все должны консолидироваться. Поэтому не надо пытаться сейчас чего-то отобрать, вот это Да-да-да, перетянуть. я Вот мне понимаю, о чем кажется, вы говорите. сейчас вот важно как бы сгруппироваться, сконцентрироваться, и вот то, что у нас уже в качестве ресурса сохранено, нужно постараться его не растерять. А если мы будем его вот раздирать между друг другом, ни к чему хорошему это не приведет. Мы все хотим, чтобы у нас бюджет был устойчивым, чтобы он был сбалансированным. Банки платят налоги, они дальше готовы платить налоги, это относятся к этому спокойно. Но не хотелось бы, чтобы вот это какой-то попытка негатив сбросить на какой-то отдельный сектор или какой-то отдельный сегмент, чтобы она вот в обществе поощрялась. Вот это вот. Вы, наверное, правы, надо больше говорить, людям объяснять, но, с другой стороны, объяснять им нужно простыми вещами. Все-таки они заняты там выживанием, у них семья, дети, им надо какой-то бизнес делать, будут они там вникать в макроэкономические проблемы. Это все-таки, наверное, вопрос больше. И это вопрос больше экспертной среды, Да. и все таки СМИ, и ключевых игроков, в тех же органах власти, которые, допустим, тоже открыто и публично предъявляют банкам какие-то претензии. Но я вас очень здесь понимаю. Вы знаете, во-первых, вам спасибо за ваше время. Мне бы еще хотелось с вами отдельно поговорить, и мы, наверное, это сделаем по вопросу, все таки развития рынка ценных бумаг. И история, как он возникал, почему вдруг, какой-то темп развития был потерян. И то, что сейчас выходят на сцену криптовалюты, и, казахстанцы могут спокойно получить доступ к тому, чтобы вкладываться в Ну, еще криптовалюты. не могут, но Но есть такое в ожидание. но в на через КАСЕ уже все, вы можете Через зайти. какое-то ожидание. Да, есть такая попытка. Я Уже мы думаю, это можем. отдельная тема, действительно очень важная, она заслуживает внимания, и она будет, наверное, в обществе так Это сильно будет очень обсуждаться. сильный тренд, и я думаю, что он разовьется как-то неожиданно очень быстро. Еще очень много вопросов осталось, но есть у нас форматы по времени. Я думаю, что мы должны встретиться еще в этом году. Я вас очень прошу нас не забывать, потому что у нас экспертный канал, на нас смотрят. И вот эти, как я считаю, недостаточные публичные выходы к экспертной среде с объяснениями какими-то, которые вы сегодня сделали, они все-таки нужны, и они нужны на регулярной основе. Потому что, как вот вы сказали, и у кого-то еще появятся вопросы. Мы посмотрим на комментарии.
Мы сами сейчас осмыслим разговор с вами, он нам очень ценен. И вот то, что мы говорим, рынок ценных бумаг, мы говорим криптовалюты, тенденции, тренды. Это все очень интересно с вами обсудить. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое.